Сегодня крестьянское хозяйство Михаила Павлова одно из передовых в республике. Несмотря на крепкую животноводческую и производственную базу, фермер намерен развивать сельхозпроизводство. Крестьянское хозяйство создавалось почти с нуля в конце 90-х годов, рассказывает Михаил. До этого он получил опыт в совхозе после сельхозтехникума, а затем в качестве наемного работника на ферме. Сегодня в его крестьянском хозяйстве трудится 30 человек. Основное направление – разведение молочного скотоводства. Дополнительно люди заняты заготовкой грубых кормов, производством картофеля, овощей, открытого и закрытого грунта, разведением лошадей. Кроме сдачи мяса и молока, выращивания картофеля и капусты, фермер поставляет в сельхозкооператив Хангаласас творог и сливки. В крестьянском хозяйстве на семейных фермах работают как местные, так и приезжие из других районов республики. На постоянной основе числится 25 человек, из них 10 приезжие. Михаил Васильевич признается, что привлечь кадры очень трудно. Люди не хотят ехать в село, спрашивать, есть ли интернет, мобильная связь, жилье. Многих не устраивает зарплата, которая в среднем по хозяйству составляет 25 тысяч рублей. Очень трудно жилье. Жилья сами строим. Вон у нас работает пилорама. Зимой готовим дрова, лес. И все лето строим дома и фермы. Каждый год что осталось, базу строим. Думаю, потом прибыли будут. Стабильно зарплатную плату, например, оплачивается. И тут работать лучше, условия хорошие. Михаил насчет этого поддерживает. Все обеспечивается, все новое. А главное, чтобы тут электричество еще было самое большое желание. Интернет-то зачем нам? Мы сами здесь работаем, нам не до интернета. Михаил Павлов создавал хозяйство с 10 коров. Сейчас численность скота и лошадей перевалила за 600 голов, в том числе стадо насчитывает 240 дойных коров. В прошлом году хозяйство реализовало свыше 300 центнеров мяса, почти 600 тонн молока. Если хоть как-то крестьянскому хозяйству удается решить вопрос с рабочими кадрами, то сейчас основная проблема – привлечение специалистов. На днях глава Якутии Егор Борисов подписал указ, которым предполагается усилить работу по закреплению кадров на селе. С его реализацией фермер надеется восполнить этот пробел. Это нужный указ. Надо в деревне работать, и зарплата достойная, чтобы была.